Алгыс, Кумыс и массовой осухой. 25 тысяч человек посетили в этом году ИСЭХ в Москве. После двухлетнего перерыва он, наконец, прошел в привычном, очном формате. И по празднику белого изобилия столичная публика успела соскучиться. Традиционный ИСЭХ в Москве проводится в парке Коломенское. И в назначенный день вокруг серебристого Сергея гости с удовольствием погрузились в якутскую культуру. Мы очень ждали ИСЭХ. 2 года не было в Москве его. Мы очень соскучились, потому что в Москве, сами понимаете, не всегда встречаемся с родными, знакомыми, друзьями из Якутии, земляками. И тут, наконец, через 2 года организаторы все-таки сделали это. Большая благодарность им. Наконец-то мы сейчас чувствуем, что мы в Якутии находимся. Мы приехали из Санкт-Петербурга. Мы живем в Гатчине. Приехали со своими землячками. В Москве на ИСЭХ еще не были. В связи с 100-летием республики и в связи с тем, что намские приехали, мы специально в этом году готовились и приехали. Впервые мы пришли целой семьей, потому что это наши общие российские традиции, мы одно большое государство. Интересно посмотреть у коренных наших народов, какие свои обряды, обычаи. И, конечно, отдать дань уважения людей, которые вместе с нами. Сегодня собрались в хорошем настроении, в прекрасной погоде, в замечательном парке, прямо в центре Москвы. Я всех поздравляю с этим праздником, нашим национальным, якутским, но он стал сегодня интернациональным. Сегодня здесь собрались представители большинства, наверное, регионов нашей страны, многих стран наших друзей. Многие пришедшие ждали появления на празднике Дугуйдана Винокурова вместе со своими лошадьми. Именно во время московского ИСЭХа завершилась самая длинная в истории России конная экспедиция от полюса холода до Белокаменной. Дугуйдан на якутских лошадях преодолел 11 тысяч километров. Путь занял около 1,5 лет. За это время экспедиция прошла через 17 регионов страны и закончилась в столице. Благодаря этому обряд благословения Алгыс в Коломенском впервые с 2007 года прошел с участием якутской породы лошадей. Это конечная точка. После я вернусь на родину, потом уже буду думать о дальнейших походах. То есть у меня планов еще много очень. Это не мой последний поход, а будет еще походы. До этого в связи с пандемией тоже не было ИСЭХа 2 года. На днях меня приглашали в Петербург, ИСЭХ национальный. Я там посетил, очень хорошее мероприятие было. И сегодня здесь. Здесь завершилась наш поход. Очень хорошо. Вообще радует все. Видеть своих родных, близких. Как будто я в Якутии, в своей родине. На ИСЭХе можно было увидеть не только якутских лошадей, но и якутских коров. Посмотрите, какой они вызывают у людей интерес. Это и неудивительно. Такие милахи. Мне кажется, что необычная, потому что меньше она, чем обычная корова европейская. И, может быть, так мне кажется, что больше приспособлена к холодным условиям. Нет, не угадал? Вы же мне только что признали, что впервые в жизни увидели корову, и это оказалась якутская корова. Как вам? Сравнивать не с чем, поэтому мне понравилось. Лучшая корова, которую мы видели. Но то, что она волосатая, вас не смущает? Нет, очень так красивое животное. Домой бы взяли себе? 2. Дайте 2. Якутских коров уже несколько лет в Подмосковье разводит семья Павловых. И этот национальный праздник ИСЭХ они тоже решили не пропускать. Мы очень рады, что нас пригласили на праздник. Коровы вызывают очень большой интерес как у детей, так и у взрослых. Да, их все интересует. Они пытаются понять, чем они отличаются от обычных коров. Пытаются выяснить, могут ли они в минус 50 жить под снегом. Вопросы здесь бывают самые разнообразные. Я даже не представляла реально, что такие могут быть вообще вопросы. Мы рады внести свой посильный какой-то вклад в ознакомление московской публики с тем животным миром, который существует в Якутии. Удивлялись исконным якутским породам лошадей и коров не только москвичи, но и гости из других городов и стран. ИСЭХ посетили делегации из Казахстана, Сирии, Узбекистана, Монголии, а также и многих регионов России.
Москве уже несколько лет мононациональные праздники превратились в межнациональные. Вот это не стало исключением, и сегодняшнее мероприятие – прекрасный якутский праздник Эсэх. Конечно же, соскучились москвичи по этому празднику, и мы очень рады, что и нам погода благоволит, и столько собралось очень много людей, я даже не ожидал. Выступая в Якутске на таком же празднике, я сказал, что Москва будет удивлять якутян, тоже проводя праздник Эсэх. И вот мы удивили. Особенно мы очень благодарны нашим героям, которые совершили конный поход с севера полюса в нашу столицу, город дружбы, мира и согласия всех наших народов. Очень понравилось, да. Асохой потанцевали. Мне кажется, в этом году так масштабно, и люди готовились. Очень красиво, прямо даже запах у Якутска был. Пришли с семьей, настроение замечательное, замечательная погода. Сегодня очень много народу, любим праздник московский Эсэх. Вот пришли прям все, у детей наряды, украшения. У меня стилизованный. После официального открытия люди потянулись к серьге. Действительно, пройти мимо невозможно. Коновязь сияет на солнце. Его установили в 2020 году, и оно уже является неотъемлемым символом всего парка Коломенское. Я на самом деле удивлена. Мне кажется, что с каждым годом все больше и больше людей. Очень все красиво. Мне очень нравится это сам факт, что очень ценится этот праздник даже теми, кто уже давным-давно уехал из Якутии. То есть достают, видимо, из шкафов холодаю эти платья роскошные, серебро протирают, натирают, наряжаются и приходят сюда. Потому что не знаешь даже, что красивее, само действо или те гости, которые здесь собираются. Правда, обалденно вообще. И я уже жду следующего года, потому что в этот раз я пропустила хоровод. И это просто боль на сердце, потому что ради него практически ехала и пропустила. Ну что делать? Сейчас буду сама, наверное, его заводить. Может быть, получится. Очень люди красивые, позитивные, в национальных костюмах. А еда, вот сейчас там бесплатно и супчик давали, и оладьи давали. Очень понравилось. У всех очень хорошее настроение. Традиционно Эсэх в Москве – это прекрасное время встретиться с родными и близкими, устроить пикник с якутскими угощениями. Шикарное настроение. Все время сюда езжу я постоянно. Всей семьей. Это счастье, это удовольствие встретиться со всеми друзьями. Мы решили так семейно потихонечку тут посидеть. Вот. А на самом деле это так приятно, так здорово. Большой привет всем с праздником. Очень приятно, что так далеко от родины есть возможность побывать, как будто бы немножечко побывать в Якутии. Не всегда удается все-таки туда съездить. Очень хорошо, что есть возможность поучаствовать в этом прекрасном празднике. По традиции, организаторами Эсэха в Москве выступают разные районы и улусы Якутии. В этот раз ответственной за праздник в столице была команда из намцев. Земляки подготовили насыщенную программу и посвятили торжество сразу нескольким юбилеям: столетию ЯССР, 125-летию Максима Кировича Амосова и 390-летию вхождения Якутии в состав России. Этот сегодняшний день знаменателен тем, что сегодня у нас проходит 15-й год, юбилейный год проведения Эсэх. Первый Эсэх был в 2007 году. Очень рад и горд тем, что мы, Намский район, приняли участие в проведении вот таких масштабных юбилейного Эсэх праздника. Подготовка к данному мероприятию шла долго. Мы с 2020 года собирались, но из-за пандемии откладывали 2 года, и вот уже на 3-й год приехали. В делегации Намского улуса вошли родственники нашего выдающегося политического и государственного деятеля Максима Кировича Амосова. Также в культурной части будут выступать народный танцевальный коллектив «Мечарь» имени Александра Николаевича Акоемова. Наши именитые оперные певцы – это Онегина Дьяконова, Александр Емельянов, также наш молодой артист Петр Попов и
будем проводить разные конкурсы, также разные активности по различным площадкам. У нас будет дегустация блюд, конкурсы «Длинная коса», конкурс национальных костюмов, народного фольклора, по круговому танцу «Агохай». Также будут спортивные состязания, и также очень интересные конкурсы будут: конкурс едоков и также конкурс строганины. Гости праздника с удовольствием оценили творческий потенциал участников конкурса талантов. Игра на варгане, песни, танцы, аплодисментами одарили всех. Свое творчество представили и инамские мастера народных промыслов. Выставка-ярмарка собрала вокруг себя и умельцев, и ценителей тонкой ручной работы. Привезли с собой вот якутские украшения, сувениры, выставка по декоративно-прикладному искусству. С нами еще приехали мастера по бересте, мастер по керамике и мастер по конскому волосу. Мы смотрели хомус ручной работы, кованый, очень интересный. Якутские платья примеряли с дочкой. Настолько все качественное, красивое. Конечно же, внимание многих зрителей было приковано к спортивным площадкам. Настоящие страсти разгорелись в секторах апсагая и масс-рестлинга. Перетягивание палки – это всегда буря эмоций и у спортсменов, и у зрителей. В турнире приняли участие 32 спортсмена. Они боролись за медали в 5 весовых категориях. Было, как всегда, очень много зрителей. Это надо обратить внимание, что всегда на соревнованиях по масс-рестлингу присутствует очень много зрителей. Мне кажется, всем понравилось. Соревнования прошли в дружественной обстановке. Не поступило ни одного протеста. Судьи судили объективно. А у мужчин приняли участие спортсмены из Киргизии, Таджикистана. И очень сильные спортсмены. Даже спортсмен из Киргизии, 75 килограмм, занял первое место. Поединки были очень упорные. Не только за золотую медаль, но и за бронзовую. Расскажи, как давно ты занимаешься масс-рестлингом? Ты сегодня победил, какие у тебя эмоции? Ну, эмоции без ограничения. Я уже 4 или 5 годов уже занимаюсь масс-рестлингом. Уже много соревнований был там. В прошлом году тоже первое место занял там на московском спорте. Ну, сейчас тоже вот получаем первое место. Ну как, рад вообще? Ну, конечно, уже бесценно, да, вот это радость тоже. Что ты можешь рассказать про масс-рестлинг? Насколько это интересный все-таки вид спорта? Это масс-рестлинг, это все может участвовать. Это вообще сильное боевое искусство, это масс-рестлинг. Якутск, Москва, соединенные сердцами. Гуляния продолжались до самого вечера и завершились грандиозным концертом. Гости не спешили расходиться, и многие из них обещали, что обязательно вернутся в Коломенское через год на новый удивительный праздник народа Саха – Песах. Максим Кардозов, Виктор Олесов, Андрей Черкашин, Москва.